Сегодня у нас в продаже овощные цветочные рассады овощных цветочных культур. В этом репортаже речь пойдет об опытной огороднице Татьяне Голоковой из села Булгуняхтах. В сезон за ее рассадой приезжают из близлежащих сел. На рынке выстраиваются очереди. Каждого покупателя она радужно встречает. Здравствуйте. Здравствуй, моя хорошая. И дает советы по выращиванию. Это якутский тоже? Тоже, да, можно, да. Огурчики, вот опять поливать надо. Маленько подвяли. Родом из города Алекминска. Родилась и выросла там. После 8 класса переехала уже в Якутск. Значит, закончила первое у меня образование строитель, техник-строитель, и второе вот агроном, ученый-агроном. Значит, работаю конкретно, скажем так, на земле, с землей, с растениями. Это у нас получается уже с молоду у меня еще раньше. Буквально 20, когда мне было 23 года, уже лет 35, как я этим занимаюсь. Вот. А конкретно вот так, в таких больших масштабах, мы начали с 2010 года. Будучи квалифицированным агрономом, Татьяна Голокова относится к своему делу, выращиванию рассады, очень щепетильно. Естественно, веду все записи, все ведутся записи, начиная от обработки семя, одного семечка, хоть двух, и заканчивая уже цветение. Ну, а дальше уже урожай, конечно, количество урожая идет. Поэтому у меня есть специальная тетрадь, все записи ведутся, вплоть до того, что мы даже записываем, какая была температура в теплице и какая была температура ночью, днем на улице. Все ведется. И при этом количество все равно примерно, оно прям не идеально поштучно. Но в пределах, допустим, я знаю, что у меня помидор там около 3000 штук, уже ближе к 3000, да? Там огурцы там 2500, уже в пределах. Это потому, как я стаканчики, когда готовлю, я уже в пакет складываю 500 штук, 500 штук. И когда они начинают уже заполняться, это значит, уже 1000 пошла, вторая пошла, и все. И так вот. Теплица героини репортажа, естественно, больше среднестатистической. Ее площадь составляет 96 квадратных метров. Разделена она на несколько зон. Для печи и расходных материалов, зона для овощных культур и отдельно для цветочных. Вначале тепличка стояла там, она маленькая, потом постепенно вот эту теплицу построили, дальше там пристроили, та теплица прохладней. Здесь у нас система отопления, топим все равно, вот прохладно же когда. Переходим сюда в апреле месяце. Вот. Выращиваем овощные, цветочные культуры, зелень. Ну, скажем так, овощные, конечно же, преобладают, но что радует, сейчас люди начали уже с каким-то вот удовольствием оформлять свой двор. Я все-таки давно об этом говорила и понимаю, когда человек уезжает на все лето куда-то на курорт, ну, конечно, можно и не вырастить там цветочка, хоть ни одного, да. Прожил где-то, отдохнул, приехал, уже снег выпал, но это другой разговор. Но мы это все лето все равно находимся чаще где у себя, на родине. И хочется, чтобы и наша родина благоухала, красота была, радовала глаз, дети были приучены к тому, что все-таки посадил, это твое, какая радость, оно цветет, и ухаживать. Учить все-таки детей надо. Я вообще считаю, что через труд ребенок становится действительно нормальным взрослым человеком, уже понимая, что нет ничего легкого или там ничего не сделаешь и ничего и не получишь. Так ведь? Конечно же, в такой большой теплице Татьяне помогает муж. Можно сказать, это семейный бизнес. Мы поинтересовались, насколько этот бизнес прибыльный. Но это, если бы не было прибыльным, люди бы не занимались. Это первое, так? Второе, это труд. Это надо вставать рано и ложиться поздно. А вставать еще ночью, печку подтапливать, когда в 3 часа ночи будильник, звонок, и нужно бежать и там это подбросить, конечно, в холодное время, да. Это когда вот начало апреля, еще холодно на улице, поэтому там приходится нам подтапливать. Но мы будем пересматривать систему еще.
Уже на протяжении 3 лет в апреле месяце при посадке семян Татьяна Голокова нанимает себе юных помощников, знакомых ребятишек. У нас с ними такой договор. Они занимаются затариванием стаканчиков, и за это оплата идет. Допустим, один стаканчик 1,5 рубля. Вот в этом году у меня одна девочка, она заработала 8 тысяч. Но мама там добавила денег, и они купили хороший телефон ребенку. Вот ребенок уже знает, что это ее заработанными, ее трудом, вот этот вот телефон, она будет, конечно, его и беречь-то. И точно так же теперь она у ней в плане, что следующий год она хочет купить себе там велосипед. В общем, я считаю, что это неплохо, что дети, а я не учу ничему плохому, конкретно вот обучаю, они смотрят, они видят, они где-то помогут, и вот, ну, по крайней мере. Реализация рассады начинается в конце мая и продолжается в июне. Специально для продажи рассады Татьяна Голокова сначала выезжает в поселок Махсгалох и там в течение недели выставляет свой товар. Затем она едет в город Покровск, где у нее есть своя торговая точка на импровизированном овощном рынке. Помимо нее свою рассаду здесь продают другие огородницы и огородники. Все они между собой хорошо знакомы, общаются, советуются, у каждого свои покупатели. Ну вот всегда вот с 1 июня, вот как видите, все места заняты. Тут из каких населенных пунктов? Ну, Бестях, Немигынц, Покровск, Актемц. Вот. Со всего Улуса, можно сказать, приезжают огородницы, да? Вы тут платите какую-то аренду и так далее? Да, тут аренда. Сколько? 100 рублей. Небольшая сумма, в день, да? Вот. Чисто символическая плата, можно сказать. Ну. Так, сколько покупателей в день, например? Ну, вообще много людей рассадой интересуется? Ну, так, как сказать. Хотелось бы больше, конечно, но ну так, нормально. Какие рассады самые ходовые? Самые ходовые цветы сейчас. Цветы. Почему? Ну, не знаю, почему люди... Красота, интерьер, люди уют создают, украшают участки, поэтому... Атмосфера на рынке позитивная, нет какой-то напряженности и борьбы за клиента. Татьяну Голокову здесь шутливо любя называют «манижей» в честь российской певицы, недавно выступавшей на музыкальном конкурсе Евровидения. Она очень похожа на Манижу не только своим видом, но еще и делами. Шустрая такая, и всегда она носит чурбан. Среди покупателей Татьяны Голоковой встречаются ее бывшие воспитанницы. Когда-то Татьяна работала мастером производственного обучения в Булгуняхтахской школе и вела лагерь «Юный огородник». С тех самых пор ее знает и берет у нее рассаду Анисия Павлова. У нее цветы хочу, по-моему, есть вон стоят, хочу купить цветы. Какие? Петунью я хочу пока купить. А почему именно вы у нее берете? Потому что я ее как знаю, и у нее легкая рука, все у нее хорошо растет. Поэтому. Кстати, с этого года героиня репортажа вновь вернулась на работу в школу, и директор доверил ей украшение внутреннего двора. На сегодняшний день у нас во всех школах стоит вопрос фасадная часть, то есть украшение территории школы. Вот. Поэтому нынче мы поставили задачу, и Татьяна Ивановна взяла за это, и будет здесь посажено больше 2500 цветов. Вот. Ну, нынешнее оформление у нас связано с 60-летием школы производства УС. Это посильных школьников, который был в 1961 году организован выпускниками школы. К своей миссии Татьяна Голокова отнеслась очень творчески, подсмотрела в интернете интересные конструкции для цветов и с помощью школьного рабочего воплотила в жизнь 3 необычные цветочные подставки. Также нынче Татьяна планирует на школьном дворе вырастить мини-подсолнуховое поле для фотосессий местных жителей. В ее теплице ждут своего часа 400 саженцев солнечного растения. Бывает она, если слишком сухо, то она жесткой становится. Это идет в дудку.
она уже не будет красоткой. А тут она, видите, какая гибкая, мягкая. У Татьяны Голоковой грандиозные планы по расширению своего бизнеса. Совсем скоро ее муж должен побороться за грант для фермеров «Агростартап». И если все получится, то они хотят построить тепличный комплекс. Эта теплица разбирается, полностью все бетонируется, заливается, ставится хорошая теплица. И вот то, что сейчас вы видите, вот этот клочок, плюс там участок, это должен быть у нас здесь рассадник зимний, хочу запланировать, да? И мини-цех, да, и в плане все ж таки мини-цех по шоковой заморозке овощей. Это такой план. Если агростартап мы пройдем, то, естественно, уже это все будет действовать. А с у каким нас... проектом там это вот мини-цех и тепличный Да, комплекс? мини-цех, это получается общий этот тепличный комплекс, сразу плюс вот этот мини-цех по шоковой заморозке. Но еще в плане есть такое, все-таки Булгуниктах славится картошкой, как все уже знают, да? И вот поэтому хотелось бы на будущее попробовать еще картофельные чипсы булгуниктахские. Все-таки это же здорово, но технологию четко надо все разработать. Это уже где-то обучиться, но очень, у меня вот эта идея мне тоже не дает покоя.